Мы продолжаем выпуск новостями валютного рынка. Курс доллара, установленный Центробанком, составил 63,76, за евро 69,8. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгодный курс для покупки американской валюты в Россельхозбанке 63,70, а европейской купюры в Восточном банке 68,85. Продажа доллара и евро выгоднее всего все в том же Восточном банке 64,10 и 69,25. На Дальнем Востоке выработают новые меры поддержки для застройщиков при реализации льготной ипотеки. Для этого в регионе проанализируют цены за жилье на последние 5 лет. Одна из основных задач – разобраться с необоснованным ростом стоимости квадратного метра. Для этого мы включили в проектный офис представителей ответственных федеральных органов власти и надзорных структур, сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Ранее в пресс-службе министерства сообщали, что застройщики могут воспользоваться мерами поддержки институтов развития Дальнего Востока. В частности, получить заем на льготных условиях. Кроме того, власти регионов могут им решить вопросы с представлением земельных участков и подведением инфраструктуры. Глава республики Айсен Николаев занял первое место в рейтинге репутации среди руководителей всех субъектов Российской Федерации. Речь идет о периоде с декабря по январь. В первую очередь это связано с строительством Ленского моста, с выездными работами по районам Якутии и дальневосточной ипотекой под 2%. Рейтинг репутации бренда в интернете измеряют и оценивают на основе данных, полученных от поисковых систем. Первое место в рейтинге занимает Айсен Николаев с рекордным показателем 96 баллов из 100 возможных. Второе место – глава Республики Ингушетия и третье – глава Карелии. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике провело ежегодный анализ откликов на вакансии. Обобщенные данные людей, рассматривающих возможность работы на Дальнем Востоке, составили своеобразный портрет кандидата. По итогам прошлого года доля дальневосточных соискателей в общей массе откликов выросла с 64 до 71%. Наиболее активны в поиске работы на Дальнем Востоке кандидаты в возрасте от 25 до 44 лет. Женщин, готовых сменить место жительства ради достойной работы, стало вдвое больше. Треть дальневосточных кандидатов, отозвавшихся на предложение о работе в прошлом году, имеют высшее образование. Значительная часть кандидатов готова переехать для работы на инженерных позициях в крупных проектах. В числе территорий, откуда готовы мигрировать кадры: Московская, Ленинградская, Иркутская, Новосибирская, Кемеровская области, Республики Крым, Башкортостан и Красноярский край. Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса. Об этом объявили в компании Apple. Подробная информация у Нургуяны Ивановой. Нургуяна, приветствую. Как сказалась ситуация со спросом на айфоны? Юлия, я тебя приветствую. Все магазины в Китае и многие магазины-партнеры были закрыты. Те, что не прекратили деятельность, работают в сокращенном режиме с очень низким трафиком покупателей. Однако в Apple уверены, что сложившаяся ситуация носит временный характер. А я добавлю, что стоимость акций Apple снизилась на 2%. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Российские регионы с проблемами в экономике получат по 5 миллиардов рублей до 2024 года в качестве поддержки из федерального бюджета. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам как можно скорее представить программы развития регионов с проблемами в экономике. Глава правительства также намерен регулярно ездить туда, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. Минфин России назвал потенциальных получателей так называемых арктических налоговых льгот. Их автоматически получат после вступления в силу соответствующего закона компании «Роснефть», «Лукойл», «Новатек», «Сургутнефтегаз», а также совместное предприятие «Роснефти» и британской BP «Ермак-нефтегаз». Напомним, проект закона предоставляет право перейти на уплату налога на дополнительный доход и льготную ставку налога на добычу полезных ископаемых пользователям недр на определенных участках в арктической зоне, куда входят границы Красноярского края, Якутии и Чукотского автономного округа. Недропользователи Дальнего Востока создали единый координационный совет, который объединит все золотодобывающие организации федерального округа. Новый орган объединит 5 существующих региональных ассоциаций золотопромышленных предприятий из Хабаровского, Забайкальского и Камчатского краев, Якутии и Магаданской области.
Недропользователи из Приморского края и Бурятии создадут свои ассоциации для дальнейшего вступления в Совет. Основной задачей Координационного совета станет объединение усилий недропользователей Дальнего Востока в борьбе за свои права. Власти Якутии подключают газовое отопление ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников войны в удаленных селах региона. Мера социальной поддержки до этого года была недоступна из-за отсутствия газификации сел. Также из госбюджета республики участникам Великой Отечественной войны и ветеранам тыла выделяются средства на ремонт жилья. Размер помощи достигает до 30 тысяч рублей по Якутии, кроме арктических районов, где сумма может доходить до 50 тысяч рублей. Такую помощь в прошлом году получили 469 ветеранов. Многофункциональный культурный центр в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутии планируют открыть в конце 2020 года. Согласно проекту, двухэтажный комплекс общей площадью 3000 квадратных метров будет состоять из концертного зала, кинозала, хореографических классов. Строительство началось в феврале прошлого года. Его реализуют в рамках нацпроекта «Культура». Компания «А-Проперти» направила в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении компании Эльгинского проекта. Как следует из документа, «А-Проперти» намерена купить 100% уставного капитала «Эльга-Уголь», «Эльга-Дорога» и «Мечел Трансвосток». Отметим, что в настоящее время 51% этих активов принадлежит «Мечелу», а 49% – «Газпромбанку». В августе прошлого года «А-Проперти» уже подавала в ФАС ходатайство на покупку доли банка в Эльгинском проекте. Однако право преимущественного выкупа принадлежало Мечелу. В январе текущего года Мечел отказался от притязаний на долю в эльгинском активе, так как компании не удалось изыскать средства до истечения срока оферты. Алмазодобывающая компания «Алроса» продала американскому коллекционеру Ларри Уэсту розовый бриллиант огранки «Кушон» весом 6,21 каратов. Отметим, что это первый бриллиант российского происхождения, который коллекционер купил напрямую у компании. Алмаз, из которого был изготовлен розовый бриллиант, добыли в Якутии. Покупателю была предоставлена полная информация о его происхождении, включая цифровой паспорт с подробной историей добычи и огранки, а также сведения об опыте мастера, который его огранил. А цена, по которой был продан драгоценный камень, компания не раскрывает. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юлия, передаю тебе слово. Спасибо, Нюргуяна. А мы переходим к мировым новостям. Английский бренд Burberry в понедельник в Лондоне представил коллекцию «Осень-зима 2020». Она стала самым выдержанным творением итальянского дизайнера Рикардо Тиши, последние 2 года возглавляющего модный дом, рассказывает Елена Островская. Классическая элегантность возвращается на подиум. Осенне-зимняя коллекция Burberry, получившая название «Воспоминания» и представленная в понедельник на лондонской неделе моды, была пропитана духом старейшего английского бренда. И чтобы подчеркнуть важность этого возвращения к традициям, креативный директор дома Рикардо Тиши вывел на подиум звездный состав. Американские топ-модели Кендалл Дженнер, сестры Белла и Джиджи Хадид и россиянка Ирина Шейк демонстрировали взгляд итальянского дизайнера на следующий холодный сезон. Тиши привнес в новую коллекцию непривычно мало уличной моды, которую некогда одним из первых вводил даже в кутюрные показы. Удлиненные изящные силуэты традиционных для Burberry спокойных пастельных оттенков и многообразие классических тренч-котов, 160 лет назад сделавших имя бренду, задавали тон на подиуме. Неизменная клетка сочетания бежевого, черного и красного украшала образы во всех возможных комбинациях. Рикардо Тиши 12 лет возглавлял французский модный дом Живанши. За это время он стал кумиром многих знаменитостей и высокопоставленных особ. Дизайнер одевал королеву Иордании и Мадонну, сотрудничал с Канье Уэстом и Джеймзи. За последние 2 года на посту креативного директора Тиши преобразил Burberry, провел ребрендинг монограммы TB и добавил итальянской провокационности в классический английский стиль. Космический грузовой корабль «Сигнас» пристыковался к Международной космической станции, в составе которой он пробудет до 11 мая. Он доставил на МКС свыше 3,5 тонн груза, в том числе сыр, конфеты и свежие фрукты. Подробности далее. Американский космический аппарат «Сигнас» компании Northrop Grumman во вторник успешно пристыковался к МКС.
Он доставил на борт станции более 3,5 тонн груза. Помимо обычных для таких миссий запасов продовольствия, оборудования для проведения научных исследований и предметов первой необходимости, он привез также подарки ко Дню Святого Валентина для членов экипажа. Это свежие овощи и фрукты, несколько сортов твердых сыров, шоколад и конфеты. Изначально запуск был запланирован на 9 февраля, но несколько раз переносился из-за плохой погоды и технических неполадок. В составе МКС грузовик пробудет до 11 мая. На борту станции сейчас работают российский космонавт Олег Скрипочка и астронавты НАСА Джессика Мейер и Эндрю Морган. В Греции состоялась 24-часовая забастовка против изменения пенсионной реформы. К шествию, организованному профсоюзами госслужащих, присоединились работники транспорта, в результате чего в Афинах случился коллапс. Подробности у Артема Сторонова. Тысячи людей вышли во вторник на улицы Афин в знак протеста против запланированной властями пенсионной реформы. К 24-часовой забастовке, организованной профсоюзами государственных служащих, присоединились работники общественного транспорта. В греческой столице во вторник не работало метро и не ходили автобусы. В порту Пирей было прекращено движение паромов. Многие жители Афин были вынуждены добираться до работы на личных автомобилях, в результате чего город встал в многокилометровых пробках. Консервативное правительство Греции утверждает, что реформа принесет всем лишь выгоду, качество услуг станет выше, а система выплат стабильнее. Но профсоюзы уверены, что это скрытая попытка властей урезать пенсии и приватизировать частные фонды. Они просто лишают нас права на пенсию в достойном возрасте. Хотят, чтобы по всей стране пенсии стали чем-то вроде пособия. 340 евро на человека. Каковы бы ни были наши прошлые победы в сферах здравоохранения и пенсий, новый документ переводит систему социальных выплат в сторону приватизации, а значит, она утратит свой социальный характер. Ей смогут пользоваться лишь те, кто в состоянии себе это позволить. Это уже третья крупная акция протеста, организованная греческими профсоюзами с момента прихода к власти консервативного правительства в июле. В прошлом году состоялись 2 демонстрации против трудовой реформы. Американский каякер Дэйн Джексон продемонстрировал захватывающий и опасный трюк. 26-летний спортсмен спустился на байдарке по 40-метровому водопаду в Чили. Байдарка, весло и водопад Салто-дель-Муле в Чили. Американский каякер Дэйн Джексон осуществил рискованный, но головокружительный спуск с высоты 41 метра. 26-летний спортсмен, сын олимпийского чемпиона по гребле Эрика Джексона, последние 10 лет путешествует по планете в поисках новых мест для своих заплывов. За это время он покорил примерно полдюжины 30-метровых водопадов. К последнему испытанию он готовил себя 4 года. И не зря. Это одна из самых безумных вещей в моей жизни. Вид просто улет. Однако среди каякеров, покорявших высокие водопады, Джексон пока лишь второй. Рекорд в 2009-м установил спортсмен из Монтаны Тайлер Братт. Он спустился с 57-метрового Паулс-Фоллс в штате Вашингтон. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают орнитологи. Этот день берет свое начало в республиках бывшего СССР, начиная с 1983 года. Именно в этот день, 19 февраля, было организовано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Сегодня профессия орнитолога относится к категории редких профессий. Работа связана с длительными экспедициями в труднодоступных местах, в ареалах обитания редких птиц. В Якутии зарегистрировано 322 вида птиц. Также часто отмечаются различные случайные залеты экзотических птиц. Так, в прошлом году в Нюрбинском районе обнаружили фламинго. На территории нашей республики работают около 12-15 орнитологов, и в основном работают в Институте биологии Сибирского отделения Российской академии наук. Молодые сотрудники не сильно идут, потому что это долгая учеба. Вот сейчас с этим бакалавром, сейчас вообще около 10 лет надо отучиться. Это получается бакалавр, магистратура и аспирантура в научную среду. И из-за этого, видимо, это становится неким барьером для
молодых исследователей. Департамент ветеринарии запустил акцию бесплатной стерилизации животных. Акция проходит в Государственной ветеринарной лечебнице Якутска. Юрий Осипов находится на прямой связи со студией и готов рассказать. Юра, приветствую, тебе слово. Юля, здравствуй. Да, эта акция проводится для реализации нового закона об ответственном обращении с животными. Эта акция – практическое применение метода ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Стоит отметить, что в рамках акции здесь бесплатно стерилизуют животных, хозяева которых относятся к незащищенным слоям населения. В первую очередь это ветераны ВОВ и тыла и многодетные семьи. Управление ветеринарии города Якутска тесно работает с администрацией Сайсарского округа. Как нам сообщили, здесь, в Сайсарском округе, много животных, а конкретно именно собак. Чтобы избежать бесконтрольного роста численности животных, и было принято решение начать именно с этого округа. Как ты и сказала, акция стартовала только сегодня, и к этому моменту стерилизовали уже 2 собак. К этому времени мы поговорили с хозяйкой одной из собак. Давайте послушаем. 2002 года, со 2 февраля, умудряюсь подбирать бездомных, больных, замерзающих собак, кошек, не имея собственного жилья, денег, больной человек с бронхиальной астмой, потому что жалко. Машины сбивают, оставляют, я подбираю, несу на руках, тащу и плачу все это сама. Брала микрозаймы из-за них. Вот эту собачку я подобрала 21 января на Крестьянском округе в этом году. На холоде мерзла. Короткошерстная маленькая собачка. И здесь у меня сердце ёкнуло. И я его забрала к себе домой. И вот в Сайсарском округе узнала об этой акции, очень обрадовалась. И привезла сюда на стерилизацию. Она эта девочка. Ну и в завершение хотелось бы отметить, что эта лечебница только начало акции. В перспективе ее планируется расширить по всей республике. Юля, на этом у меня вся информация. Спасибо, Юра. Действительно нужная акция. Я напомню, это был наш корреспондент Юрий Осипов. Карантинный период для эвакуированных из Китая в Тюмень завершен. Первые 62 россиянина и гражданина стран СНГ оттуда отправляются в аэропорт. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. Остальных по времени будут вывозить к поездам. Сегодня до конца дня все уедут туда, куда пожелают, либо поездом, либо самолетом, сказала Куликова. 6 из 144 человек пожелали остаться в Тюмени на некоторое время, поэтому для них будут организованы экскурсии для знакомства с регионом. В течение 14 дней круглосуточное наблюдение за пациентами вели 75 сотрудников. Завораживающие виды заледеневшего озера Байкал демонстрируют кадры, снятые с дрона во вторник. На видео одинокий конькобежец устроил заезд по кристально чистому льду гигантского водоема. На кадрах также видно, что поверхность озера настолько прозрачная, что в ней отражается небо, по которому будто бы мчит конькобежец. Байкал обычно покрыт льдом около 5 месяцев в году после того, как он замерзает в середине зимы. В некоторых районах обширного озера замерзание начинается уже в ноябре. По данным Байкальского поискового спасательного подразделения МЧС России, этой зимой ледяной покров тоньше обычного, особенно в северной и центральной частях озера из-за сильного снегопада. Снег изолирует лед от холодного воздуха, тем самым замедляя образование льда. По итогам прошлого года сотрудники Росгвардии выявили 89 458 владельцев оружия по всей республике, а количество зарегистрированного оружия 160 902. Об этом сообщают сотрудники Росгвардии. Напомним, за добровольную сдачу оружия и патронов сегодня в стране ведется работа за вознаграждение деньгами. Только за 2019 год якутяне добровольно сдали 600 оружия и 3900 патронов. Помимо этого, изъято 9500 оружия, патронов 25 тысяч. Также отмечается, что составлено более 6000 административных протоколов в отношении граждан. Преступлений с применением зарегистрированных огнестрельных оружий было совершено 25 раз. С 2019 года составлено 6555 административных протоколов и изъято с населения за правонарушение около 10 тысяч оружий.
Также совершено 82 преступления, из них 25 зарегистрированного оружия. В Верхневилюйске у пожилого человека пропал мобильный телефон. С заявлением о краже он обратился в полицию. Полицейские быстро вышли на след злоумышленника и были неприятно удивлены, когда выяснили, кем он оказался. Подробности у Александра Хавренко. Александр, так что же там выяснили полицейские? Юля, мужчина, который подозревается в краже телефона, оказался бывшим учеником потерпевшего. И вместо того, чтобы вернуть телефон своему учителю, он решил присвоить его себе. Это обзор чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. В полицию Верхневилюйского района обратился пожилой житель села с заявлением о краже телефона. Полицейским он пояснил, что накануне ездил на своей машине по делам. А спустя некоторое время после возвращения домой потерпевший обнаружил пропажу телефона. Оперативники вычислили злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что нашел сотовый на дороге. В ходе изучения содержимого найденного телефона он понял, что гаджет принадлежит его пожилому учителю, который когда-то учил его в школе. Но вместо того, чтобы вернуть находку учителю, неблагодарный ученик решил присвоить мобильник себе. Похищенный телефон был изъят и возвращен законному владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 62-летний мужчина стал жертвой мошенников, орудующих в интернете. На одном из сайтов мужчина нашел интересующие его импортные строительные инструменты по привлекательной цене. Мужчина связался с представителем сайта через электронную почту. После непродолжительной переписки покупатель решил приобрести инструменты на сумму свыше 188 тысяч рублей. Продавец ответил, что доставка товара возможна только по 100% предоплате. Покупатель согласился на условия и перевел необходимую сумму на счет, указанный в реквизитах, которые продавец также выслал по электронной почте. Однако заказа своего покупатель так и не дождался, а продавец перестал выходить на связь. Между тем интернет-сайт перестал функционировать. Тогда мужчина обратился в полицию. Житель Татинского района пригласил своего знакомого домой для совместного застолья. На утро после обильных возлияний он не обнаружил сотового телефона стоимостью более 28 тысяч рублей. Тогда потерпевший обратился в полицию. В стражем порядка он рассказал, что накануне выпивал с 35-летним приятелем, но не рассчитал дозу и уснул. А когда проснулся, не обнаружил ни приятеля, ни телефона. Полицейские задержали собутыльника, он признался в содеянном, рассказал, что похитил смартфон у спящего приятеля. Также выяснилось, что злоумышленник успел сбыть похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 18 февраля произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, в результате которого под колесами машины оказалась 67-летняя женщина. Предварительно установлено, что около 17 часов на втором километре Маганского тракта 39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, следуя по Маганскому тракту, совершил наезд на 67-летнюю женщину, переходящую проезжую часть в неустановленном месте. При этом пешеходный переход находился вблизи от места происшествия. Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи диагностировали у пенсионерки множественные ушибы, ей назначено амбулаторное лечение. Со слов водителя, когда он следовал по Маганскому тракту в сторону поселка Маган, со скоростью примерно 35 км в час, заметил, что на автобусной остановке стоял маршрутный автобус. Из-за него на проезжую часть до пешеходного перехода неожиданно вышел пешеход. В результате принятые меры экстренного торможения не дали ему избежать наезда. По факту ДТП проводится проверка. Два подростка 16 и 17 лет задержаны во вторник по подозрению в причастности к организации террористических актов в школах Керчи. Во время обысков по адресам проживания молодых людей были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и несколько самодельных бомб. При проверке домашних компьютеров подозреваемых найдены следы поисков инструкций по изготовлению взрывчатки и схем зданий. Кроме того, задержанные являются сторонниками экстремистской идеологии, а также последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Задержанные разработали план вооруженных нападений, для чего раздобыли в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывчатых устройств, а также схемы зданий. Один из молодых людей является членом интернет-сообщества неонацистов. Подростки также были замечены в администрировании групп смерти в социальных сетях. По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о подготовке и преступлению и терроризме. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Юля, на этом у меня пока все. Спасибо, Александр. В Нерюнгри разразился скандал между курсантами и сотрудниками автошколы. Дело доходит до суда. На чьей стороне правда и кто виноват в сложившейся ситуации, разбирается мой коллега Сергей Козюра. Он сейчас на прямой связи со студией. Сергей, здравствуй. Что там случилось? Расскажи подробнее.
Да, Юлия, добрый день. Автошкола «Вираж» чуть больше полгода назад взяла на обучение около 30 человек, которые каждый заплатил из них по 40 тысяч рублей. А в договоре было указано, что срок обучения составит от 3 до 6 месяцев. И вот все сроки прошли, а сертификаты люди не получили. Возмущенные курсанты обратились к нам. Никита, добрый день. Ну скажи, пожалуйста, что у вас случилось? Добрый день. В мае 2019 года заключил договор с автошколой «Вираж» на обучение на категорию «Б». До сих пор ни сертификатов, ни прав, тем более, не получил. В общем, обучение давно сроки вышли. В ноябре, в конце 30 числа, был клубный экзамен, который я успешно сдал. Но речи о ГАИ вообще не было дальше. То есть там буквально через какое-то время мы должны были сдавать в ГАИ экзамены. Ну и вот какие ваши действия на сегодняшний момент? Что вы решили? 23 декабря 2019 года я подал претензию на возврат денег, чтобы мне просто вернули сумму, которую я уплатил. В ответ я услышал, что денег сейчас нет и неизвестно, когда будут. Вот так вот. Все, понял. К сожалению, встретиться с руководством автошколы у нас не получилось, но мы дозвонились, и вот что нам ответили по телефону. Кто вам сказал, что 30? Их вообще-то 12 человек. 5 человек, которые я отменил экзамены. Я инструкторов этих, во-первых, они все уволены. А во-вторых, я отменил действия этих экзаменов, которые они принимали. Они принимали экзамены без меня, как председателя комиссии. Когда они доучатся, сдадут мне экзамены, они получат сертификаты. Далее за разъяснениями мы обратились в ГИБДД. На момент обучения кандидатов водителей учебная организация не имела заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств по указанным программам в соответствии с требованиями федерального закона об образовательной деятельности в Российской Федерации. В настоящее время ГИБДД города Нерюнгри информация, полученная в ходе проверки по данному факту, направлена военному прокурору Якутского гарнизона для проведения необходимых правовых экспертиз, связанных с деятельностью автошколы «Вираж» и принятия по их результатам решений законности образовательной деятельности организации и, как следствие, выдачи ей свидетельств об окончании водительских курсов. Как выяснилось, ситуация неоднозначная. Но, как заверил нас директор автошколы, что те, кто отучился добросовестно, уже 25 февраля получат эти сертификаты злополучные. Но уже в следующих выпусках мы постараемся более детально разобрать эту ситуацию, обязательно расскажем и покажем. Но пока к этой минуте у нас все. Юлия. Спасибо, Сергей. Напомню, это был наш корреспондент Сергей Козюра. Мы переходим к новостям спорта. В Московской академии футбольного клуба «Спартак» проходят стажировку юные игроки из Якутии. Они ученики региональной футбольной школы «Спартак Юниор». Как проходят тренировки в юношеских группах самого легендарного футбольного клуба страны и есть ли шанс у наших ребят заявить о себе на российском уровне? Подробности у Максима Кардозу. Рысхан Пестряков уже 5 лет занимается футболом и в свои 9 считается одним из лучших якутских игроков среди ровесников. Но тренировки в Московской академии «Спартака», куда приезжают самые талантливые дети со всей страны, оказались сложнее и насыщеннее, чем он думал. Тянемся, потом переходим на упражнения какие-то и на конце игры. Не тяжело? Чуть-чуть тяжело. А как тебе ребята другие? Ну, они сильные тоже. Нормально играют. Якутские дети приезжают на подобные сборы не в первый раз. Все они ученики футбольной школы «Спартак Юниор», которая заработала в Якутске прошлым летом. Сегодня в ней учатся 120 ребят. Подобные центры открыты в 70 городах по всей стране. Вот благодаря этому проекту, благодаря взаимодействию с Академией «Спартака», у каждого ребенка появляется возможность показать себя в академии и в конечном итоге быть отобранным в число учеников академии. И скажу, что совсем скоро воспитанники Якутской школы футбола будут играть на высоком уровне. Если мальчик талантливый, мы его откуда хочешь, как говорится, достанем и возьмем. Вот. Самое главное, чтобы было у него любовь к футболу, какое-нибудь одно из качеств.
То есть, там, быстрота, координация, ловкость, вот, в первую очередь, которую мы на это обращаем внимание. А из какого региона мы стараемся на это не смотреть. Кстати, якутскому юниорскому футболу уже есть кем гордиться. Это Артем Соколов из Мархи. Сегодня он играет на самом высоком уровне за юношескую сборную России. А за прошлый год он был признан лучшим футболистом Москвы. Так что вполне возможно, что среди топ-игроков в будущем будет намного больше наших земляков. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Тэквондо с японского переводится как «путь кулака и ноги». В спортивном комплексе мирного «Олимп» прошли соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. Во сколько обходится секция японского боевого искусства, почему дети и родители выбирают именно этот вид спорта, рассказывает Анна Брянская. Молодец! Год назад Алексей Михайлов привел сына на его первую тренировку. С тех пор каждый бой записывает на камеру. Дома, просматривая записи, вместе с Ильей разбирают ошибки, чтобы избежать их в будущем. Третье место занимал, потом на крайних соревнованиях первое место занимал. Недавно защитился на желтый пояс. То есть успехи очевидны, ребенку нравится. Выбор на секцию тэквондо в семье Михайловых выпал случайно. Прошлой весной здесь были свободные места. На соревнованиях в минувшую субботу Илья получил золотую медаль. Илья, расскажи, почему тебе нравится тэквондо? Ну, там больше реактивных движений. Сегодня в секции занимается 70 ребят. Тренировки проходят в спорткомплексе «Олимп» со вторника по воскресенье. Цена занятия для ребят до 12 лет – 440 рублей. От 12 и выше – 880. Для многодетных семей и малообеспеченных действует скидка. Им занятия обойдутся в 100 рублей. Несмотря на то, что тэквондо – это боевое искусство, 30% спортсменов здесь девочки, и спарринги их не пугают. Ну, если в процентном соотношении, конечно, мальчишек больше, но и девочек тоже есть. Если девочки есть, они как бриллианты у нас. А в том плане, что они очень техничные, они дерутся наравне с мальчиками, то есть у них выбора как бы нет. В качестве рефери тоже молодые спортсмены. Для ребят опыт судейства важен. В перерывах между боем они дают советы младшим участникам. За их плечами хоть и небольшой, но опыт. Валера Шилихов сейчас готовится к международным спортивным играм «Дети Азии». На него тренер делает ставки. Проходят тренировки, сейчас летали в Якутск на сборы. То есть ушли на тренировки 2 раза в день по 2 часа. И в роли рефери хорошо, все правила знаю. Правил в тэквондо действительно много. В японском боевом искусстве важна не только физическая подготовка, но и сильный дух. Главное, как говорят тренеры, соблюдать гармонию души с телом. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Немецкий футбольный клуб «Боруссия» дома обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2-1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе «Боруссии» дубль сделал 19-летний норвежский футболист Эрлинг Холланд. Подробности у Полины Долинской. Полина, чем еще отличился Холланд? Здравствуй, Юлия. Холланд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который играл и забивал за 2 разные команды в одном розыгрыше турнира. Напомню, в конце декабря Холланд перешел в Боруссию из австралийского Зальцбурга. Норвежец делит первое место с нападающим Баварии Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов текущего сезона. На счету обоих футболистов по 10 голов. Это новости спорта на Якутия-24. В студии Полина Долинская. Испанский футбольный клуб «Атлетика» обыграл английский «Ливерпуль» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1-0. Полузащитник испанского клуба Сауль отличился на 4-й минуте, забив единственный мяч в игре. Ливерпуль потерпел 4-е поражение в сезоне во всех турнирах. При том, что в национальном первенстве Ливерпуль в 26 матчах одержал 25 побед и 1 раз сыграл в ничью, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов за 12 туров до конца сезона. Ответный матч между командами пройдет 11 марта в Англии. Продолжаем обзор футбольных матчей Лиги чемпионов. Германский футбольный клуб «Боруссия» дома обыграл французский «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе «Боруссии» дубль сделал 19-летний норвежец Эрлинг Холланд, отличившийся на 69-й и 77-й минуте игры. У ПСЖ отличился бразильянец Неймар. Норвежец делит первое место с нападающим Болгарии Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов текущего сезона. На счету обоих футболистов по 10 голов. Команды впервые сыграли с друг другом в Лиге чемпионов. Ответный матч между клубами пройдет в Париже 11 марта.
Что касается новостей России в мире футбола, голкипер Юрий Ладыгин перешел в тульский футбольный клуб «Арсенал». Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона. Последним клубом россиянина был турецкий «Газиантеп», который он покинул в январе. Ладыгин с июля 2013 года по январь 2019 выступал за петербургский «Зенит». В его составе он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды Суперкубка России. В составе сборной России на счету Ладыгина 11 матчей. В небо над Дубаем взмыл железный человек. Так местные журналисты окрестили Винсента Рефета, французского экстремала, управляющего реактивным костюмом. Подробности в следующем репортаже расскажет Никита Конев. Французский экстремал Винс Рефет продемонстрировал мастерство высшего пилотажа в Дубае. В своем реактивном костюме он взмыл на высоту почти 2 километра. Его джет-сьют оснащен крылом из углеродного волокна и 4 двигателями. Это оборудование позволяет ему разгоняться до 400 км в час, а также парить, менять направление и нарезать круги. Перед основным полетом Рефет размялся, сделав несколько вылетов на скромной высоте в 5 метров. После разогнался и взмыл вверх. Каждые 8 секунд он поднимался на 100 метров. Все шоу заняло около 3 минут. Потом он открыл парашют и вернулся на землю. За кажущейся легкостью полета стоят многочисленные тренировки. Рефет поднимался в воздух уже более 50 раз. Московский «Спартак» на своей площадке проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Результат встречи – счет 2-3. В составе победителей отличились Джордан Шрёдер и Станислав Бочаров. У красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков и Яков Рылов. «Спартак» идет 5-м в турнирной таблице Западной конференции. В активе подопечных Олега Знарка 72 очка в 59 матчах. «Торпедо» прервала трехматчевую серию поражений, одержав вторую победу в последних 9 встречах и занимает 8-е место, набрав в 59 играх 60 баллов. В следующем матче «Спартак» 20 февраля примет победителей Восточной конференции. Казанский «Акбарс». «Торпедо» в тот же день сыграет в гостях с санкт-петербургским «СКА». В заключительном 6-м матче группового этапа женской лиги чемпионов по волейболу московская «Динамо» на своей площадке обыграла французские «Каны». Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу российской команды. По итогам 6 туров столичный клуб с 12 очками занял 1-е место турнирной таблицы группы И. С первого места вышел в четвертьфинал турнира. 2-е место на данный момент занимают «Каны», на 3-м идет «Марица», на 4-м «Уралочка». Четвертьфинальные встречи пройдут 3, 5 и 10-12 марта. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Юлия, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Просторные залы, современный дизайн и новое оборудование, отвечающее всем тенденциям. Как уверяют специалисты, именно это ждет посетителей нового дворца современного искусства имени Юрия Гагарина. Строительство здания началось в 2017 году, сейчас работы идут к завершению. С места событий передает наш корреспондент Сыргалана Неустроева. Она на прямой связи со студией. Сыргалана, тебе слово. Здравствуйте, Юлия. Сейчас я нахожусь в новом зале нового Дворца искусств и культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина. Здесь площадь около 400 квадратных метров. И, как утверждает окружная администрация города Якутска, именно здесь будет размещен наш музей и музей аэропорта, который сейчас находится в аэропорту города Якутска, музей авиации. Надо сказать, что габариты позволяют, и вообще очень большой дом культуры был построен. Как я уже сказала, площадь одного только вестибюля занимает около 400 квадратных метров, а тут 4 этажа, множество кабинетов, кинозал. Но, конечно, подробнее об этом нам расскажет специалист, один из сотрудников компании-застройщика, который как раз-таки занимается обустройством всего этого дворца. Площадь здания составляет 5500 квадратных метров полезной площади, 4 этажа, из которых на первом этаже разместится большой гардероб и зона кафе. На втором этаже у нас будет выставочный зал авиации, многофункциональный зал.
Третий этаж – это зоны фудкорта и большой киноконцертный зал на 500 мест. На 4-м этаже разместятся операторский и звукорежиссерский. Здесь применены самые последние, по последнему слову, материалы. Самые качественные, привезены из центра России. Все мы успели сделать в срок. Осталось у нас здесь, в принципе, только пусконаладочные работы, монтаж кресел в киноконцертном зале и светотехники, и уборка. И мы будем готовы передать здание нашему публичному партнеру. Здание рассчитано, ну, сам киноконцертный зал – это 500 мест, 500 человек, плюс выставочные залы, я думаю, вместимостью до 1000 человек. Но надо сказать, что новости о том, что на этом месте будет построен новый дворец культуры и искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина, уже давно ходят, уже давно известны, но можно с уверенностью утверждать, что именно мы, наша съемочная группа, первыми ступили прямо внутрь нового этого дворца, прямо увидели своими глазами все внутреннее убранство, скажем так, этого нового храма искусств. Здесь действительно все отвечает современным тенденциям, все очень лаконично, очень много пространства. И что самое главное, на мой взгляд, это большие светлые окна, которые опять-таки визуально добавляют этого пространства и вообще выглядят очень красиво, что стоит признаться, не везде вот в якутской архитектуре как-то распространено, чтобы такие большие окна были в ходу. Также постамент Юрия Гагарина, который находился у старого здания, все еще здесь. Его никуда убирать не собираются. Это исторический памятник, и ничего с ним сделать не могут. Но, как обещали застройщики, они хотят облагородить близлежащую территорию у этого памятника, соорудить постамент для возложения цветов и как бы подготовить это место для того, чтобы ими пользовались и будущие потомки наследия нашей республики. К торжественному открытию здание будет готово к 12 апреля. Здесь будут в качестве гостей представители окружной администрации города Якутска и правительства Республики Саха. Ну а резидентами этого Дворца культуры и искусств станут жители Гагаринского округа, микрорайона Марха и иных близлежащих населенных пунктов, а также социальное объединение, это и Лига отцов, и Лига матерей. Ну вот, в общем, такие вот организации, которые занимаются именно социальной деятельностью, они здесь обретут свой новый дом. И здесь они будут базироваться. Как я уже говорила, здесь очень много есть помещений. Если вот пройти внутрь немного дальше вестибюля, очень много кабинетов, очень много разных локаций для того, чтобы здесь проводить собрания. Также для удобства гостей на 1-м этаже будет расположен гардероб. На самом верхнем этаже будет фудкорт и кинотеатр, что весьма необычно для Дворца культуры и искусств. Ну а на этом у меня все. Юлия. Спасибо, Саргалана. Я напомню, на прямой связи была наш корреспондент Саргалана Неустроева. В Якутске на прошлой неделе был установлен температурный рекорд на уровне минус 14 градусов вместо положенных 35. Теплая зима в России связана с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что крайне не характерно для этого сезона, рассказал научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. В этом году воздушные массы из Атлантики долетели не только до Европы, Салихарда и Ямала, но и до Красноярского края, Якутии и даже до Хабаровского края. На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт. Такого я не припомню, признался ученый.
Ну а теперь о погоде, которую зафиксировали сегодня в крупных городах нашей республики. В Алдании пасмурно, небольшой снег, температура воздуха минус 19 градусов, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, осадки не прекратятся в течение дня. Минус 13 и пасмурно в Ленске, небольшие осадки в виде снега, скорость ветра 2 метра в секунду. В Мирном ясно, 21 градус ниже нуля, скорость ветра 4 метра в секунду. 17 градусов со знаком минус за окнами Нюрнгринцев, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, малооблачно, без осадков. В Якутске минус 27 градусов, малооблачно, небольшой снег, скорость ветра 1 метр в секунду. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.